Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. Главная тема дня – атака беспилотников на предприятия и общежития в Татарстане. Есть пострадавшие. Об этом не только в ближайшие полчаса. Атака беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Просто громыхнуло все. Все спокойно, понимаем ситуацию, по телевизору слушаем. Подробности расскажет Рамиль Галиуллин. Такого стихийного паводка здесь не припомнят. Такой большой воды не видели никогда. Сейчас переживаю за то, что в воде останется баня и сарай. Большая вода пришла в Буинский район. Светлана Звонарева увидела масштабы стихии. Хотел уберечь других, рисковал собственной жизнью. В тот момент, когда он уже начал движение с открытой дверью, он уже создавал мне угрозу моей жизни, здоровью. Об опасной, трудной, в то же время нужной службе. Репортаж Файрузы Мазитовой. Сегодня вся республика переживает за Елабугу и Нижнекамск. Города Татарстана подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Пострадали промышленные предприятия и общежития Алабуги и нефтеперерабатывающий завод Нижнекамска. Сегодня Рустам Минниханов лично выехал в Елабугу. Райс республики осмотрел поврежденные здания, поговорил со строителями, поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки. Рустам Минниханов встретился со студентами Алабуга Политех. В беседе он поблагодарил ребят за выдержку и патриотизм. Как я вижу, вы большие молодцы. Вас не напугать, но вы должны быть более бдительными, вы должны быть более осторожными, обратился Райс к студентам. Также Рустам Минниханов посетил Нижнекамский промышленный кластер и провел совещание с руководителями предприятий. Райс республики Рустам Минниханов уже в 8 утра сделал официальное заявление, призвав татарстанцев не поддаваться панике. Как он отметил, серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь. Все службы находятся в повышенной готовности. Как подчеркнул Райс Татарстана, сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление. Итак, хронология ЧП. 2 беспилотника ранним утром врезались в общежитие в Елабуге и 1 в нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Технологические процессы не были нарушены, погибших нет. По данным на этот час пострадали 13 человек. Почти все студенты колледжа Алабуга Политех. Следственный комитет России уже приступил к расследованию. Хроника происшествия, реакция очевидцев, комментарии и действия ведомств у Рамиля Галиуллина. Он сегодня весь день работал в зоне атаки. Я нахожусь около КПП особой экономической зоны Алабуга. После инцидента здесь усилили меры безопасности. Каждую машину тщательно досматривают, а также выставлена вооруженная охрана. Первое официальное сообщение об атаке беспилотников на объекты Татарстана появилось в 8 часов 12 минут. В соцсетях и телеграм-каналах стали появляться кадры от очевидцев. На этом ролике видно, дрон пикирует и затем происходит взрыв. По сообщению автора, это Елабуга. Есть несколько фотографий разрушенного общежития и предприятия в особой экономической зоне Алабуга. Соседи слышали утром. Они меня спрашивают, вы, говорит, не видели? Я говорю, нет, не видела, не слышала. А они что слышали? Когда зубы чистили, взрыв слышали. По телефону так узнал. И потом уже мне сестра звонила. В Заинске живет. И она меня отправила. Там у нее как раз сын студент. И сын позвонил и сказал, мама, нас, не буду говорить там. Я его видел, этот самолет. Он летел над парком. Житель Елабуги, служивший в ПВО Владимир Бессмертных, видел этот беспилотник. И как специалист говорит, как можно от таких защититься. Я на С-200 служил. Я думаю, что если здесь поставить, по низколетящим целям поставить, последнюю, как говорится, типа зениток. Сейчас же у нас много таких интересных. Мне кажется, ничего страшного. Атаку дронов почти сразу же после случившегося прокомментировал генеральный директор особой экономической зоны Алабуга Тимур Шагивалиев. Он записал видеообращение на фоне пострадавшего здания общежития, подчеркнув, беспилотники оснащены оборудованием стран НАТО. Но, по словам Тимура Шагивалиева, этим нас не запугать. Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. 2 человека ранено. Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж,
а в 1945 году брали Берлин, не получится. Ситуацию в Нижнекамске прокомментировал глава района Рамиль Муллен. Как он сообщил ТАСС, система радиоэлектронной борьбы перехватила атаковавший НПЗ в Нижнекамске беспилотник. Также мэр призвал граждан не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Система радиоэлектронной борьбы перехватила атаковавший НПЗ в Нижнекамске беспилотник. Пострадавших, разрушений нет. Это был самолетного типа дрон. Он не взорвался, его обезвредили. Пожара нет, все под контролем, все службы работают. По последним данным Минздрава, в Елабуге и Нижнекамске погибших нет. По состоянию к часу дня в результате взрыва пострадали 13 человек. Все студенты, в том числе 2 несовершеннолетних. Всех доставили в Елабужскую ЦРБ, 5 после обследования отпустили, остальные в состоянии легкой и средней степени тяжести. По данным медиков, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия сегодня все спокойно, паники нет. Все работают в штатном режиме. Только усилена охрана и пропускной режим на промпредприятия. Все спокойно, понимаем ситуацию, по телевизору слышим, что везде что-то происходит. Но произошло, надо как-то иметь терпение. Паники нету. Ну, все переживают, а паники нет. Все обсуждают, но паники нет. Как сообщил Следственный комитет России, он будет расследовать атаку на города Татарстана и обстрелы Белгорода и Донецка. Ведомство обещает установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений. Рамиль Галиуллин, Дмитрий Аринин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Елабуга, Нижнекамск. Это попытка устрашения, удар по мирному населению, по беззащитным людям. Они не воюют традиционными методами, они привыкли бить из-под тишка, но мы справимся. Вот как федеральные эксперты прокомментировали произошедшее в Елабуге и Нижнекамске. Мы имеем дело с очень подлым противником, который не воюет традиционными методами, а который привык бить из-под тишка. То есть, по сути, продолжает все эти террористические атаки. Ведь что такое удар по Елабуге? Это ведь не удар по какому-то военному объекту или промышленному объекту. Это удар по общежитию, где живут обычные люди. Поэтому мы четко должны это понимать. С террористом всегда сложнее справиться, чем с обычным военным противником. Но мы справимся. Это попытка устрашения. Устрашения и отдельного, очень мощного, серьезного нашего региона и его людей, и в целом нашей страны. Причем, заметьте, били по общежитию, в том числе, где живут студенты. А студенты, работающие в очень важной сфере. И здесь была задача в том числе побудить, и я хочу сказать, что в социальных сетях будут разгоняться соответствующие тезисы, побудить студентов уходить из перспективных, высокотехнологичных отраслей промышленности. Нам остается ответить, как всегда, нашим сплочением и еще большей работой на благо нашей страны. Удар по Татарстану для террористов – способ показать, что они доминируют вдалеке от линии боевых действий. Нас можно только разозлить, но не напугать. Так сегодня комментировали случившиеся эксперты в нашей республике. Каждый призывал проявить спокойствие и не поддаваться панике. Нужно понимать, что Татарстан – один из локомотивов развития России. Успешный регион, который славен и по праву гордится своими крупными промышленными предприятиями, научными, инфраструктурными объектами. И получается, ударить по такому субъекту для террористов интересная, наверное, задача. Они желают показать, что могут доминировать и вдалеке от границ, от линии боевых действий. Поэтому здесь самое главное – не поддаваться панике. Мы понимаем все возможные угрозы. Я думаю, и правоохранительные органы, и все компетентные структуры работают в полную силу. Я уверен, что мы все вместе обязательно победим. На долю мирных жителей тоже такие испытания выпадают. И главное сейчас ни в коем случае не поддаваться панике. Не распространять непроверенные факты, поддаваться слухам. Это тот случай, когда, в самом прямом смысле нужно проявить хладнокровие. Это попытка, скорее всего, нас напугать, но она, как всегда, не удастся им, потому что мы не те, кого можно напугать. Это факт. Нас пугать не имеет смысла. Это
не попытка напугать со стороны ВСУ или СБУ. Это те, кто им платит с Запада. Они пытаются. Видимо, в историю они не заглядывают. Учебники истории для них непостижимые, наверное, читать не научились. Только считать деньги. Подобные случаи нас только злят. Злят и объединяют. Да, разозлить нас можно, напугать нет. Я, конечно же, призываю, во-первых, не паниковать всех жителей республики и Елабуги, потому что это делается с целью посеять в нас, в жителях России, Республики Татарстан, города Елабуги, Елабужского района, вот эту панику, страх, жуткий животный страх за жизнь своих детей, за жизнь свою, за то место, которым дорожишь. И поэтому мое полное убеждение в том, что эти люди, кто это совершил, они, конечно, должны быть наказаны. Нам же предстоит укрепить и усилить противовоздушную оборону всех критически важных инфраструктурных объектов. К сожалению, данная атака привела к тому, что пострадало мирное население. Это еще раз демонстрирует террористический характер украинской власти. А нам это еще раз показывает и доказывает, что нужно доводить до логического завершения специальную военную операцию с выполнением всех поставленных задач по денацификации и демилитаризации Украины. Этой атакой они пытались добиться устрашения народа, но, как показала ситуация с тем же Крокус-Сити, все подобные атаки во все времена наш народ только сплочали, наш народ, наоборот, объединяется вокруг какой-то общей угрозы, и тем самым, наоборот, мы становимся только сильнее. МЧС Татарстана опубликовала памятку, как вести себя при атаке беспилотных летательных аппаратов. Если вы находитесь в здании, по возможности нужно спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Как подчеркивают, ни в коем случае не пользоваться лифтом. Если вы в квартире, нужно найти место без окон. Лучше всего подойдет ванная комната, там нужно сесть на пол. Если вы нашли дрон или его части, ничего не трогайте, а сразу покиньте это место. Когда вы на улице, немедленно укройтесь в ближайшем здании или подземном переходе. А если едете в транспорте, то покиньте его и найдите укрытие. Во всех случаях нужно сообщить о беспилотнике по телефону 112, назвав оператору свое имя и место обнаружения. Сейчас к другим темам. Большая вода пришла в Буинский район. Эпицентром половодья стало село Исаково. На улицах бурлящие грязевые потоки. Местные жители говорят, такого резкого паводка они не припомнят. Причина – аномально теплое начало апреля. Наша съемочная группа на месте оценила масштабы стихии. Талые воды с полей бурлящим потоком хлынули на центральные улицы Исакова ближе к полудню. По словам сельчан, вода поднималась на глазах и почти мгновенно затопила огороды, дворы, проникла в дома. Местные говорят, такого здесь еще не было. Переживают за хозяйство и запасы. Удивительно, такой большой воды не видели никогда. Сейчас переживаю за то, что в воде останется бани и сараи, в которых погреба. За время работы нашей съемочной группы вода поднялась еще. Равиль Нурулин вспоминает, с паводком сражаются ежегодно, но не в таких масштабах. Так, в 2020 году в Буинском районе половодье затопило мост у села Кият. По нему, проигнорировав объездные пути, решил проехать трактор, но машина опрокинулась, водитель погиб. После большой воды этого года нужно реконструировать дамбу, говорит мужчина. Дамба осела и не выдерживает такого потока. Вода не задерживается и идет в нашу сторону, а не туда, куда надо. Около 25 домов села оказались отрезаны от главной дороги. Сейчас хозяева своими силами расчищают пути отхода воды. В помощь исаковцам отправлен экскаватор. Дополнительно прокопали отводную канаву. Нужно продержаться до пятницы, пока в республике майский апрель. Светлана Звонарева, Рустем Ахмадуллин, Ильнур Кадыров, ТНВ, Буинский район. Тема паводка сегодня стала одной из главных на совещании в мэрии Набережных Челнов. Как выяснилось, Автоград не полностью обеспечен ливневыми канализациями. Сейчас в городе 6 гидротехнических сооружений, готовых к половодью. Под особый контроль взяты садовые товарищества. Здесь организованы ежедневные дежурства. Мэр Наиль Магдеев призвал активно реагировать на все обращения граждан. Он поручил организациям бюджетной сферы обратить внимание на своевременную очистку от снега крыши и прилегающих территорий. Снег нужно вывозить. У нас эта схема отработана. Это первое. Второе. Во многих местах в городе есть случаи подтопления территорий.
тоже нужно отрабатывать, не тянуть, не ждать, чтобы люди испытывали неудобства. В микрорайонах не везде есть ливневая канализация. Он рисковал собственной жизнью, чтобы уберечь участников дорожного движения. Фаниль Халилов – инспектор ДПС. Можно сказать, он родился в рубашке. 16-летний нарушитель не только протащил его на двери машины по улице Казани, но и в один момент прижал инспектора к отбойнику. Сегодня нам удалось познакомиться с героем. Он до сих пор в больнице, но помнит тот день в деталях. Теперь он учится ходить на костылях. С таким переломом к службе вернется не скоро. Хотя коллеги ждут его с нетерпением. В 7-й горбольнице Фаниль Халилов оказался в пятницу. Лишь чудом не получил серьезные травмы, будучи на службе. Находясь напротив Акбарс-арены Ямашева 115, обнаружил тонированную машину. Это был ВАЗ-2007. Предпринял меры, чтобы остановить данную машину, указав на эту машину, чтобы остановилась. Она не подчинилась обстановке. И проследовали, ускоряясь на большой скорости. Мы с напарником проследовали, чтобы догнать. На Чистопольской там образовалась заторная ситуация, там был плотный поток. Он остановился. В этот момент я уже выбежал, чтобы открыл дверь. Я ему потребовал выйти, он также поехал. В этот момент я держался за машину. Я до последнего думал, что машина остановится. Но он все ускорялся. Ключ вынуть я не успел. Вот с этого момента он уже мне создавал угрозу моей жизни, моему здоровью. Смотри, тащит его. Вот эти кадры задержания. Водитель «Жигулей» не только протащил сотрудника ДПС, но и ударил его об отбойник. Этот ролик Фаниль Халилов увидел, уже находясь в больнице. Признается, в этот момент для него было важно остановить нарушителя. У него было опасное вождение, и данную машину водитель нужно было исключить из дорожного движения. Нельзя таким водителям ездить по дорогам. Нужно было исключить. Предпринял все меры, чтобы можно было сдержать. После случившегося ему сразу позвонили коллеги, расспрашивали о состоянии. Одним из первых был начальник управления ГИБДД Татарстана Рустем Гарипов. Фаниль Халилов – один из лучших сотрудников. На службе он 12 лет. За это время на дороге случалось разное, но такое впервые. Наша служба и опасна, и трудна, как говорится. Она нужна. Служебные обязанности выполнять нужно всегда, но в каких-то моментах нужно будет, может быть, чуть-чуть по-другому действовать, чтобы, может быть, самому не пострадать. Нарушителем оказался 16-летний подросток. Новосавиновский суд Казани отправил его в СИЗО на 2 месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Подростку грозит до 10 лет лишения свободы. Сыну Фаниля Халилова 21 год. Как отец он не смог объяснить его действия. Говорит, на дорогах Татарстана такие нарушители встречаются редко. Случаи разные бывали, но таких опасных случаев со мной не было. Все волновались за меня. Все обошлось. В общем, все хорошо со мной. Нога заживет. Плечо уже не болит. Врачи обещают скоро выписать. Они называют его героем. Фариза Мазитова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Жильцы 2-го дома по улице Лесная, поселка Пустые Маркваши Верхнеуслонского района могут остаться на улице. Дело в том, что в 2011 году их дом барачного типа снесли. Оттуда жильцов переселили в новый дом, который построил Госжилфонд. Однако жильцы утверждают, не знали, что за новое жилье нужно платить. За 12 лет у некоторых долг достиг 1,5 миллиона рублей. В квартирном вопросе разбиралась Алия Хайрудинова. Здесь была улица Центральная, здесь находился дом номер 10. В этом доме жила моя свекровь Измайлова Тамара Михайловна. Она проживала в этом доме, который не был признан аварийным. Дома нет, а долг растет. Сама собственница Тамара Измайлова умерла 3 года назад. Сейчас хождение по мукам и оплата счетов на плечах сына и снохи. Говорят, дом барачного типа снесли в 2011 году. Тогда из 17 квадратных метров Тамара Измайлова переселилась в новую однушку. Подписала, ей дали, дома была одна. Подписала. Можно сказать, не глядя, по незнанию подписала договор соципотеки. А потом пришло нам письмо из суда, что она является должницей, что не платили по соципотеке.
1 300 000. Не было графика платежей, не было прописано, что вот с такого года по такой год мы должны поплатить такую сумму вносить. Вот не было такого документа. Как оказалось, по графику Тамара Измайлова не платила. По словам снохи, просто не знала, что подписала долговые обязательства. Через 2 года Госжилфонд заключил с собственницей-должницей доп. Соглашение о переводе жилья на условия найма с дальнейшим выкупом. В месяц пенсионерка должна была платить Госжилфонду чуть больше 300 рублей. Договор найма заключили на 5 лет. После его не продлевали. Тогда, в 2015-м, в силу снова вступил договор социальной ипотеки. И долг только рос. Сейчас это 1 300 000 рублей. Указанный дом, тут по улице Центральная, дом 10, в рамках республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не расселялся. Кто снес барак и кто отвечал за расселение жильцов? Дом, который сравняли с землей в 2011-м, до сих пор числится на кадастровых картах, а в Минстрое отвечают, жильцов не расселяли. Дом юридически существует, но его незаконным образом, то есть, что подтверждается даже письмом Минстроя, в общем-то, что дом, значит, данный не признан был аварийным, не расселялся, но его взяли и снесли. В общем-то, это была собственность, титульные собственники, получается, никак не защищены, в общем-то, в данном случае оказались без своей собственности. Тогда из бараков переселили 17 человек. И тех, кто не знал, что заключает договор соципотеки, говорят, было немало. Всех нас собрали, давайте подписывайте документы. Договора мы не читаем, мы обрадовались. И все подписали договора, понимаете. Соципотека, оказывается, была. У нас суд, вот был, когда суд, в декабре, что ли, нам присудили платить больше 1,5 миллиона. Когда дом снесли, Тамара Михайловна, ей не выплатили вот ни рубля. То есть некоторым людям там что-то, какие-то денежки заплатили, а Тамаре Михайловне вообще все по нулям. Почему снесли дом, который не был признан аварийным? Почему жилье собственников барака никак не оценили? С этими вопросами мы обратились в исполком Верхнеуслонского района. В 2011 году при благоустройстве пустых моркваш на территории имелось 8 многоквартирных домов барачного типа, старой застройки. Они действительно были ветхими. Официальные дома не признавались аварийными. Тем не менее, было на тот момент и руководством республики принято решение здесь строительства отдельного многоквартирного дома, чтобы граждан из этих бараков, из 8, переселить в нормальные человеческие условия, а территорию благоустроить. Также были заключены договора с этими же гражданами и жилищным фондом. Договора были двухсторонние о выкупе вот этого ветхого жилья с последующим сносом, что и было сделано. За снесенные квартиры, как я чуть раньше сказал, были заключены договора выкупа. Эти денежные средства также пошли на первоначальный взнос, на их счета при заключении договора социальной ипотеки. В Госжилфонде с проблемой знакомы. Так, к примеру, в отношении Тамары Измайловой договор соципотеки был перезаключен на договор найма из-за того, что собственница не могла платить по графику. Собиралась целая комиссия. В Госжилфонде уверяют, уведомления о платежах направлялись всем должникам. Однако тех, кто хотел пересмотреть график, не было. Информация о задолженности отражается в личных кабинетах соципотечников и на портале Госуслуги РТ. Кроме того, семьям направляется СМС-уведомление на телефоны, которые они подтвердили в своих личных кабинетах на сайте Госжилфонда. С теми семьями, кто уже не платит за квартиру, несмотря на все наши предпринимаемые меры, начинаются претензионные работы, а потом уже, если семья и дальше игнорирует нас, мы обращаемся в суд. И на основе судебного решения семья может быть выселена из квартиры. Сейчас дело Тамары Измайловой, теперь уже ее наследников и еще нескольких жильцов-должников рассматривает суд. Их долг перевалил за 1 миллион рублей. Какое решение примет Фемида и не окажутся ли пенсионеры на улице? Мы будем следить за ситуацией. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Верхнеуслонский район.
Сегодня день единения народов России и Беларуси. В 1996 году президенты двух стран подписали договор об образовании сообщества России и Беларуси. В честь этой даты в Казани прошли торжественные мероприятия. Открылась фотовыставка «Одна история. Единый путь». Здесь визиты официальных делегаций как Раисы Республики в Минск, так и президента Беларуси в Казань. На снимках Дни культуры Татарстана в Беларуси, выступления наших творческих коллективов и встречи общественных организаций. Все фотографии, которые вы видите на стенах, это все, что было проведено в Татарстане, посвященное российско-белорусской дружбе. И я благодарю всех собравшихся и благодарю наше национально-культурное объединение, наше национально-культурное автономии, по инициативе которых и рождаются такие проекты. На праздничном концерте выступили мастера культуры и искусств республик Беларусь и Татарстан. Прозвучали народные песни. В Казань приехали представители посольства Беларуси в России. Как они отметили, сотрудничество между нашими странами с каждым годом укрепляется. Товарооборот между республиками в прошлом году превысил $1 миллиард. Планируют его удвоить. Гости зачитали приветственное письмо от имени президента Беларуси Александра Лукашенко. Граждане двух стран пользуются равными правами и гарантиями, могут на деле ощутить преимущества жизни, работы, учебы и путешествий в рамках союзного государства без ограничений. И это далеко не полный перечень достижений, позволяющий миллионам белорусов и россиян с уверенностью смотреть в завтрашний день. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исянмысы, в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане установилась теплая погода, без осадков. Однако стоит ожидать порывистый ветер. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Зеленодольске и Балтаси переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 10-11 градусов, ночью 5-6 градусов тепла. В Буинске, Тетюшах и Дрожжаном облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Температура днем от 10 до 14 градусов тепла, ночью от 5 до 7 градусов выше нуля. В Мамадыше, Черемшане и Новошишминске будет облачно, с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 11-12, ночью 5-6 тепла. В Набережных Челнах, Сарманово и Менделеевске переменная облачность, осадков не прогнозируют. Днем плюс 10-13, ночью плюс 5-6. В Альметьевске, Урусу и Бугульме температура днем 11-13 градусов выше нуля, ночью 5-6 градусов тепла. Здесь тоже облачно, с прояснениями и без осадков. Потепление обещают и во всех туристических городах республики. В Свияжске температура днем плюс 11 градусов, будет облачно, без осадков, ночью плюс 6 градусов. В Болгаре днем плюс 9, ночью плюс 4. Здесь будет облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. В Елабуге облачно, с прояснениями, без осадков. Температура 12 градусов тепла днем и 6 градусов тепла ночью. В столице Татарстана прекрасная весенняя погода. Температура днем плюс 10, ночью 6 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, его скорость будет достигать 7 метров в секунду. Влажность воздуха 59%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Всего доброго. Кэннергазмушловался.